Они не носят белые халаты, их не называют по имени-отчеству, но это не мешает им проводить лечение и реабилитацию. Четвероногие друзья человека, лошади и собаки проводят терапии. Например, иппотерапия, конный спорт для людей с инвалидностью – это мощное средство реабилитации и неиссякаемый источник радости, гордости и удовлетворения своими достижениями. Данная практика широко известна в Якутске. Занятия проводят на базе агротехнологического университета. На них ребята не только укрепляют здоровье, но и проходят психологическую реабилитацию. Иппотерапия у нас, получается, в первую очередь всегда происходит у нас техника безопасности, это у нас теоретическая часть. После теоретической части у нас идут практические занятия с иппотерапевтом. Занятия проходят под контролем иппотерапевтов. Также при обязательном условии иппотерапии у нас является страховка. Без страховки никто вас не посадит за лошадь. Иппотерапия показана, в принципе, каждому человеку можно воздействовать, потому что когда человек даже просто сидит на лошади, у него работают буквально все мышцы человека. Еще один интересный метод помощи детям – это канистерапия. Тут уже заняты собаки. Данный метод реабилитации способствует улучшению состояния детей с особенностями развития. Собаки-терапевты – уникальное средство реабилитации детей. Использование таких четвероногих врачей направлено на решение проблем интеграции и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, вот слабовидящие дети, которые плохо видят, это контакты с собакой, поглаживание. То есть собака идет на контакт с любым ребенком и понимает, спокойно относится к ребенку, понимает то, что хочет ребенок. Слабослышащие дети, у них проблемы с речью, проговаривание команд, которые вот канистерапевт выполняет, команды любого ребенка, не обязательно хозяина. И вот проговаривание команд как раз и влияет на улучшение речи ребенка. Ну и многие нозологии, особенно дети, которые боятся собак, вот приходят в спокойствие, они находят в собаке друга.